Ассаляму алейкум, на телеканале Милет прогноз погоды, с вами Лиля Виджат. Глубоко под землей на поверхности нашей планеты набирает скорость струя расплавленного железа, температура которой почти равна температуре на поверхности Солнца. С 2000 года огромный поток шириной около 420 километров утроил свою скорость и сейчас циркулирует глубоко под Сибирью, перемещаясь в сторону Европы на 40-45 километров в год. Это втрое быстрее, чем обычная скорость перемещения жидкого вещества во внешнем ядре Земли. Пока никто не знает, почему поток ускоряется, однако исследователи считают, что это природное явление, зародившееся миллиарды лет назад. А теперь перейдем к прогнозам синоптиков. Запад республики в Евпатории и Черноморском будет облачно на протяжении всего дня. Осадков не прогнозируется, утром -2, днем до +1, ночью отпустится до 4 с отметкой минус. Облака на южном берегу Крыма, в Ялте и Алуште уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться мелкий снег. Утром -1, днем +2, ночью в пределах 0. На востоке Крыма, в Феодосии, Керчи и Судаке, начиная с самого утра и до позднего вечера, небо будет покрыто облаками. Днем ожидается мелкий дождь со снегом, к вечеру он станет сильнее. Утром -1, днем +2, ночью -3. На севере Крыма, в Джанкое и Красноперекопске, облака уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Утром ожидается -4, днем +1, ночью до -6. В Севастополе в этот день облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода, утром -1, днем +1, ночью -2. В центре полуострова и в столице, в Симферополе, на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Большая часть дня пройдет без осадков, а к вечеру ожидается мелкий снег. Утром -5, днем -2, ночью до -7. Оставайтесь с хорошим настроением и самое главное на нашем телеканале.